тебя в любое время года, мое родное, милое село. И в теплый день, в любую непогоду, с тобой всегда мне на душе светло. Кивает мне знакомая береза, и я в ответ ей «Здравствуй», говорю. Как хорошо мне, счастливо и просто жить в родном и ласковом краю. И в этот день гостевыми оживления взгляды излучают добрый свет. Сегодня празднует свой день рождения старинному селу 640 лет. Видя Оланы Тона Йортьяс. Здравствуйте, дорогие друзья и гости межрайонного фестиваля традиционной культуры народа Коми Емден Саюгар. Мы рады приветствовать вас на фестивале народного творчества, посвященном юбилею старинного села Остьвым. Сегодня в фестивале принимают участие коллективы Остьвымского района, народный коллектив самодеятельного художественного творчества «Асыв», руководители, почетный работник Республики Коми Елена Волкова и Олеся Нефедова, народный фольклорный коллектив самодеятельного художественного творчества «Сударушка», руководитель Ирина Акулова, народный коллектив самодеятельного художественного творчества «Русская душа», руководитель, заслуженный работник Республики Коми Надежда Лукашонок, вокальный ансамбль «Казачьи посиделки», руководитель Елена Головачева, танцевальный коллектив «Вдохновение», руководитель Светлана Кравченко, танцевальный коллектив «Колорит», руководитель Татьяна Батеева, танцевальный коллектив «Наша территория», руководитель Анастасия Денисова, ансамбль «Лашкари», руководитель Галина Чебан, ансамбль современной народной песни «Гуляночка» и мужская группа, руководитель Олеся Нефедова.
Взбудораженный историей и легендами, я стою на Усть-Вымском холме и пытаюсь вообразить себе, как все это было 6 веков назад, как давно это было, как жили, были коми-люди, наши предки в те далекие времена. Экая красотища, экая благодать! Восхищенным горячим взглядом впиваешься в это дивное диво, слушаешь удивительные истории, в разное время сотрясавшие эту древнюю землю. И как бы осязательно начинаешь чувствовать прошелестевшее и прогрохотавшее Вымскою и Вычегодскою волною нескончаемые века. Даже как бы сам становишься невольным свидетелем тех или иных страстных событий. 6 веков назад к этому же берегу пристала многовесельная лодка. Оттуда решительно и дружно соскочили на берег бородатые люди в странных длинных одеяниях, а с ними и главный их проповедник, монах Степан, самый видный и решительный из всех. И вот уже чудеса-то, говорит он по-ихнему, будто сам тоже коми-зырянин. На возвышении вот уж взметнулась прекрасная церковь Благовещения Пресвятой Богородицы. Как гласит легенда, на холмах благословенной Усть-Выми один из них был насыпан руками нововерующих. На обоих холмах возносятся новые благолепные церкви и монастырская обитель, и школа священнослужителей, для которых креститель Степан придумывает специальную коми-зырянскую азбуку и переводит на коми-язык символ веры. Многолюдная Усть-Вым, Эмдин, по праву становится важнейшим центром густонаселенной округи и всего обширного коми-зырянского края. Она же становится удобным и надежным форпостом присоединения и закрепления далеких северных окраин к набирающему силу московскому княжеству. А неистового иеромонаха Степана, крестителя и просветителя зырян, Христова Церковь за великие заслуги возводит в высокий сан архиепископа Пермского, а затем и причисляет к лику святых под именем благословенного Стефана Пермского. Белые усть-вымские храмы, вытянувшиеся вдоль реки на высоких холмах, создавали исключительно живописную, праздничную картину, придавая коми-селу внушительный вид. Начало села Усть-Вым связано с именем одного из крупнейших деятелей средневековой Руси – Стефаном Пермским. Одним из первых в нашем селе и в коми-земле Стефан построил церкви, принес веру коми-народу. А еще Стефан Пермский создал алфавит для наших предков, сделал первые переводы церковных текстов. Древнепермская азбука Стефана Пермского состояла из 24 букв. С тех времен и началось обучение коми-народа. Письменность коми была создана им на основе пасов. Пасы – это знаки. Ими коми помечали свои вещи, охотничьи угодья, составляли календари. Подобные знаки существовали у всех коми. Почти не меняясь, пасы дошли и до наших дней. Их можно увидеть на прялках, вышитых и вязаных узорах у наших односельчан. Родовой пас позднее стал неким оберегом, использовался в орнаментах.
Половики в домах усть-вымчан стали оберегом рода. Издавна славился Усть-Вым изготовлением дорожек Джодждера. Мастерицы ткали узорные дорожки, которые были оберегами домов. Их выстилали перед дорогой уходящих на охоту и рыбалку мужчин, встречали дорогих гостей или свадебный поезд. Наши знаменитые земляки, народный поэт Республики Коми Серафим Попов и композитор Иван Козлов подарили Усть-Вымскому району песню «Мича Джодждера». Усть-Вым на свете белом, здесь живет века, не час. Он, как звездочка на небе, зажигает счастье в нас. Волны эжвы золотые, словно девушки поют. Люди здесь мастеровые, в песнях спорится их труд. Лес, ручей, что мчится мимо, Емва выйдет с берегов. Все мне с детства так любимо, мой Усть-Вым, моя любовь. Мы прошли сквозь грозы, ливни, по плечу все молодым. Если в жизни мы счастливы, значит счастлив и Усть-Вым. На сцену для приветствия приглашаются временно исполняющие обязанности главы муниципального района Усть-Вымский, руководитель администрации Галина Яковлевна Плецер и министр национальной политики Республики Коми Галина Ивановна Габушева.
Добрый день, дорогие жители и гости Усть-Вымского района. Бурлун, Дона Йортьяс. Уже более 30 лет село Усть-Вым собирает фольклорные коллективы и мастеров народных промыслов со всей республики в рамках традиционного фестиваля культуры народов Коми Емденса Югар. Без сомнения, сегодня это уже бренд Усть-Вымского района, потому что он известен уже далеко за его пределами, и в нем принимают участие художественные коллективы и талантливые люди уже с многих районов республики. К сожалению, сложный 2020 год нес свои коррективы, и мы вынуждены были изменить формат сегодняшнего традиционного праздника. Отказавшись от явных таких выступлений коллективов, лучших коллективов художественной самодеятельности района и творческих людей для наших зрителей. Отказались от ярких и шумных наших торговых рядов и ярмарочных рядов, мастер-классов, от угощений блюдами национальной кухни и многого другого, что всегда какую-то особую значимость придавало этому мероприятию и всегда оставалось в нашей памяти. Но вместе с тем, несмотря на все это, устроители этого праздника попытались внести особое наполнение этому сегодняшнему дню и предложили провести его в виде трансляции всех этапов в режиме онлайн. И поэтому сегодня, дорогие наши земляки, вы все можете увидеть ваших любимых артистов на этой сцене. И еще особую значимость этому мероприятию сегодня придает то, что 2020 год – это год 640-летия нашего славного села Усть-Вым. Я поздравляю всех жителей села с этим знаменательным юбилеем и очень надеюсь, что вы будете бережно хранить историю своего села, его культурно-просветительский статус как центра православной культуры всей Коми. Хорошего вам дня, ярких и незабываемых впечатлений от выступлений наших коллективов. Всем нам сил, терпения и мудрости в этот сложный для всей республики период. Но я уверена, что только совместными усилиями мы это все преодолеем и будем дальше дружно, уверенно идти вперед и развиваться. С праздником всех! Пуктана Галина Яковлевна, Донамиан, Емден Шикца, Олышьяс, Емден район Саулышьяс. Титеданед, металн ветенкед, пасхем таушта, пас, кык, квайт, шо, нелямен, вонин, ми, пасхем та, тиданед, прямо щелемед, читчеште и радисла бърде. Донесы, мекосхятенес, чоламавны и миан республикаса Юралыш Владимир Викторович Уйба Нимщань, правительство, дерт аст, Нимщань, тачем Мича, Коми, Гажен. Усть-Вым, село Усть-Вым, он ведь далеко известен не только в рамках района и, скажем так, масштабах республики. Усть-Вым известен далеко за пределами нашей страны. Это ведь действительно форпост и духовно-нравственной жизни. Это Коми, сохранение и развитие Коми, культуры, традиции. Всем вам здоровья, счастья, успехов. Медым пыр щеламанед велы шуд, тырбур олем. Став бурсе донесей тианды. Митианес зевьона радита. И Галина Яковлевна Шива, мы медвочтачse, вот, ну, дам тачем гашсе, а меня у нам и как он может быть, когда кидумайта, а гашка и бур, мы котка и гортас, диван вылен шолный ден, видя да миян лишь гашсе, а гажесвет сбыль, зев гаш.
А емден районы сватаджа Елена Васильевна Козлова да тыданет сия щета сычем мича творческой ёздец талон не каштылысные Серафим Поповес, талон мианкет гажвылыны Елена Васильевна Козлова дамукет, талон воисноведы миан коми бардьяс. И тыданет гажестовет будвоен пурлоа мичаджикен, тыра бурджикен, стабурсы тиянлы. И тыданет кысья щетны почет грамота миан министерства нимщань, кодьяс совмаданы, виджаны миан лишь комиков да культура. Кысья щетны Галина Яковлевна Плецерлы, канмо национальная политика с бульмадеме да коми, ёсткоста культура да традиция видимо уджит пай пуктемыш. Галина Яковлевна. Галина Ивановна, огромное спасибо, это наша общая награда. Мне кажется, мне тогда мы Галина Яковлевна Корткерес районыш, а куча масия радите емден районсе, вещик запить боштле. Кысья щетны почет грамота Людмила Валерьевна Машколы. Коды чуч став щелемсе и ашсе пукте коми культура да кыв совмадеме да виджеме. Гажет чам боджа. Птица счастья в небе над селом кружит над моею головою, радость и покой приносит в дом, крылья расправляя над рекою. Будет светлым, теплым летний день, полон дом с желанными гостями. От крыльев птицы тихо ляжет тень на летний луг вечерними часами. Медленно кружит она над селом, заглядывая во все уголки, как бы проверяя, все ли в порядке, все ли в сборе и не нарушен ли чем семейный лад. Считается, что эта птица приносит счастье в дом. Когда-то ее наши предки подвешивали в углу горницы, где стоял обеденный стол, или над кроваткой детей. Традиционная, почитаемая нашими предками птица счастья стала символом села Усть-Вым и Усть-Вымского района. Всем гостям праздника птица счастья желает добра, здоровья и благополучия.
Уже в конце 19 века Усть-Вым был большим торговым центром. Из разбогатевших крестьян в нашем селе появились свои торговцы. В 1908 году насчитывалось более 25 торговых лавок. Торговали изделиями местных кустарей, кулачами, утварью, пушниной, изделиями из ткачества, продукциями скотоводства. Здесь же берет начало Герасимовская ярмарка. Начиналась 24 января, в день памяти святого Герасима Великопермского, когда в Усть-Вым стекались толпы богомольцев со всего Коми-края. Купцы привозили для продажи морскую рыбу, бакалейные изделия, шелка, шубы и другие товары. В 1929 году Герасимовская ярмарка в селе Усть-Вым была закрыта. В 2006 году ярмарка возобновилась и была перенесена в село Айкино. Кто там едет, посмотри, на Герасимовской ярмарке гуляют савари. Савари, народ потешный, всех на ярмарку зовут. Здесь на ярмарке широкой все, что хочешь, продают. Вы сыграйте мне такого сковаря потешного, чтобы брюхо не болело у меня, у грешного. Ой, не все же с горя падает, ой, не все же нам дружить. Дайте маленькое времечко веселыми побыть. Это чей там паренек выдает коленца, не досталось бы ему осиного поленца. Я отчаянным родился и ничем не дорожу, если голову отрубят, я полено привяжу. Подходи, народ, сюда и давай знакомиться. Вам Усть-Вымская земля навсегда запомнится. Вам Усть-Вымская земля навсегда запомнится. Старинное село Усть-Вым – это гордость и история Усть-Вымского района. Здесь родились знаменитые земляки, трудом своим строившие село, район, приумножали славу района далеко за его пределами. Среди них Зосим Апанев, Василий Пономарев, Александр Одинцов, Анна Русина, Серафим Попов, Николай Дьяконов, Адольф Туркин, Галина Лыткина, Наталья Курганская. Усть-Вымский район. Его не увидишь на карте мира, но он так много значит для нас, усть-вымчан. Мы здесь живем, трудимся, справляем свадьбы, держим на руках своих первенцев, затем ведем их в школу, а там внуки, правнуки, и все начинается сначала. Такова жизнь. Край ты наш Усть-Вымский, где мечта живет. Кто в тебя не влюбится, кто не воспоет. И холмы, и реченьки, все ласкает взор. За лесами частыми голубой простор. Ємвін район, олам каже, ніча ти на чужим бан. Югит подю, ти не важен, шутлун я зливая антан. Ємвін район, шунди югит, ешвати над мусани, учач вой, тир яснен чукар, чила мила, чилан ти. Жужир мы, я съел, я шор, я съем, баю,
мирные степы, тем день район мусамам. Мичачо, ричачит быдман, юштан кужем лундащам. Тем день район шонды любы, эшматы над мусаным, ужач мой, ты ясный чукар, щилы мыла, щиланты. Тем день район шонды любы, эшматы над мусаным, ужач мой, ты ясный чукар, щилы мыла, щиланты. Устьвым жила и развивалась, продолжалась христианизация Коми края. Устьвым стал большим торговым селом. Открывается начальная церковная школа, высшее начальное училище. В это же время было построено первое больничное здание. За годы существования села было все: и радостные события, и тяжелые моменты. Вместе со всей страной усть-вымчане выстояли в Великой Отечественной войне. И мы, молодое поколение, помним. Помним о тех, кто завоевал для нас это чистое небо и счастливое детство. В 41 году враг напал на страну, посягнул на отчизну святую, и поднялся народ в тот решающий год за любимую землю родную. Грозный враг наступал, нашу землю топтал, города и деревни сжигая. За родных матерей, стариков и детей стал солдат целый мир защищать.
уголок, травинка каждая, песчинка, капля в речке. И дом мой освещает огонек из храма принесенной в праздник свечки. Так хочется, чтоб каждый человек берег, любил, хранил село родное, чтоб друг для друга мы из века в век вершили только доброе, благое. Кадвелим, том кыч пудорин, дашым без море шелембим, медвуны ради чемным, теменщин корим, да не кори головы пекадми. Медвуны ради чемным, теменщин корим, да не кори головы пекадми. Те мыла довченте, кормус луназис, и ловим шелемы вылиш лоикым. Корьетир кыч конем шодаоны владис, все комны мыла кавоши с нам вын. Коркыч пудоры, милот нам коли, а мороз гердыны кадита. Висеки кагарвои, мы онин волы, отшуин вуны длинна везивы. Висеки кагарвои, мы онин волы, отшуин вуны длинна везивы. Довченте кормус луназис, и ловим шелемы вылиш лоикын. Корьетир кыч конем шодаоны владис, все комны мыла кавоши с нам вын. Поле кыч пудорын лун, и мы для сивлящимы, и важим шеди, и мы в коле кыч пудорын лун. Те мыла довченте кормус луназис, и ловим шелемы вылиш лоикын. Корьетир кыч конем шодаоны владис, все комны мыла кавоши с нам вын. Кортек кадвелим, том кыч пудорын, дашам без море шелембим, медвуны ради чемным, теменщин корим, да не кори головы пекадми. Медвуны ради чемным, теменщин корим, да не кори головы пекадми. Shell
давай девок завлекать. Эх, по селам, поехали по селам, мне невесту будем выбирать. Эх! А мы не скрываем, что из деревни родом, что бегали по лужам мы в детстве босиком. За 10 километров в любую непогоду, ведь не ходили в школу туда-сюда пешком. За 10 километров в любую непогоду, ведь мы ходили в школу туда-сюда пешком. А мы не скрываем, что из деревни родом, что деревянной ложкой хлебали суп и щи. И способом надежным, проверенным, народным нас всех лечили мамы на огненной печи. И способом надежным, проверенным, народным нас всех лечили мамы на огненной печи. А мы не скрываем, что из деревни родом ходили за грибами в соседние леса и ощущали счастье, душой были свободны, когда, упав на травы, глядели в небеса. И ощущали счастье, душой были свободны, когда, упав на травы, глядели в небеса. А мы не скрываем, что из деревни родом, что в бедности, в работе пришлось когда-то жить, но только научили прожитые там годы любви и уважению и труд людей ценить. Но только научили прожитые там годы любви и уважению и труд людей ценить. А мы не скрываем, что из деревни родом вам скажут без кокетства, что этим я горжусь. И чувствуем душою, что дети мы природы, пусть даже деревенщиной все нас считают пусть. И чувствуем душою, что дети мы природы, пусть даже деревенщиной все нас считают пусть. А мы не скрываем, что из деревни родом теперь таких закатов нам видеть не пришлось. И не сотрут из памяти деревню наши годы. Спасибо тебе, Господи, что жить там довелось. И не сотрут из памяти деревню наши годы. Спасибо тебе, Господи, что жить там довелось. А мы не скрываем, что из деревни родом, так значит принимайте такими, как мы есть. Меняться мы не станем кому-то там в угоду. Родились мы в деревне, и нам хвала и честь. Меняться мы не станем кому-то там в угоду. Родились мы в деревне, и нам хвала и честь. Родились мы в деревне, и нам хвала и честь. Уникальность села и Усть-Вымского района в том, что он многонациональный. Здесь бок о бок живут коми и русские, украинцы, казаки, немцы и белорусы, и люди других национальностей. Они различаются между собой и вероисповеданием, и типами культуры, но каждый из них сумел сохранить свой язык, обычаи и традиции. А ведь каждая традиция уникальна. С праздником вас поздравляет вокальный коллектив «Казачьи посиделки».
Без дня вчерашнего не будет дня будущего, а будущее – это наши дети. Сегодня у района уже есть тот фундамент, на котором можно строить прочное будущее нашей малой родины. Будущее на долгие годы и десятилетия. Позволь поздравить с юбилеем тебя, любимое село. Пусть радость, счастье и веселье живут у сердца твоего. Народ сегодня веселится на славном празднике твоем. Здесь у гостей сияют лица, тебе здесь рады все кругом. Желаю много-много счастья, успехов, творчества и сил, чтоб каждый день тебе подарок детишек аист приносил. Пускай тебя, село родное, сегодня чествует район. Прими любовь и уважение, а также низкий наш поклон.
том переколяли ми. Том переколяли ми, да кичи сіє коліма, да є кичі, аби колі. Не кричи, аби колін, да став страшним, ладай там, да став страшним, гуляй там. Конете, гуляє, да ви на мене не голок, да мене завлікає, там, опа! Як ти кірка, як ти бач, як ти і галанка, мимо мили діди, ох, і хуліганка. Чіпа з Дорин, місулалим, сив'ящим дає каші, без чіпа з юрви на кіші, з раді темним помощі. О!